Пянжский район – административный район в составе Хатлонской области Республики Таджикистан. Образован 29 августа 1930 года как Сарай-Камарский район в составе Курган-Тюбинской области Таджикской ССР. В 1931 по 1936 годы называется Бауманабадским, с 1936 по 1963 годы – Кировабадским районом. Первое упоминание – V век до нашей эры. Районный центр город Пянж расположен на автомобильной дороге в 117 километрах к югу-востоку от Курган-Тюбе. Расстояние до Душанбе 206 километров. Население занято главным образом сельским хозяйством. Территория Пянжского района составляет 880,6 квадратных километров. Пянжский район расположен в долине реки Пянж, по которой проходит граница с Афганистаном. На востоке с Фархорским районом, на западе с Кумсангирским районом Хатлонской области Таджикистана, на юге с районами Имам-Сахиб и Арчи провинции Кундуз Афганистана. Жители Пянжа славятся своими сельхозкультурами. Иногда здесь урожай можно собирать по 3 раза в год. Пянж особенно славится своими вкусными фисташками. Человек, который посетил Пянж, чувствует себя, как будто он побывал во всем Афганистане, а красивый вид сказочного Амбар-Кух еще упоминается в Шахнаме Фердауси. Вот в прекрасном уголке Таджикистана, в котором речной воздух совмещается с горным и создает комфортабельный климат для жизни, родился и вырос герой нашего фильма. О Абдуалиме Саторове говорят, что он человек-трудовик. Действительно так и есть. Мы познакомились с этим замечательным человеком еще лет 10 назад, но он до сих пор не меняет своей профессии. Он всю свою жизнь отдал земле и народу. Благодаря его чистому труду, знаниям и опыту руководителя, его не только уважают в своем селе Зарбдор, но и во всем районе и области. Благодаря требовательности и компетентности руководителя, который работал в разных отраслях сельской жизни района, после независимости республики быстро поднялся уровень благосостояния жителей, где он руководил. Работали школы и больницы, а также многие другие учреждения и частные фирмы. Медицина стала одной из самых лучших в области. Семеноводческое хозяйство имени Эмомали Рахмона, где Абдуалим Хамидович многие годы был руководителем и где также находится его село Зарбдор, в то время было одним из лучших среди хозяйств района. Иногда нужно брать действующее лицо из народа, так как именно частица народа может достоверно сыграть эту роль. Так внутри народа есть зерно правды. Любовь к родине начинается с любви к семье. Если у человека есть то семейное тепло и благополучие, значит он любит свою родину и всегда трудится от всей души. Семья нашего героя тоже очень дружна. Абдуалим Ака, как обращаются к нему односельчане и друзья, воспитывает своих детей на пути справедливости и любви к родине. Ведь учеба и наука – свет нашего будущего. В хадисе Корана говорится: «От колыбели до гроба надо учиться, дети. Каждый выбирает свой путь сам, но где бы мы ни были и кем бы мы ни стали, мы должны любить свою землю и трудиться на ней. Земля – это наша мать, которая нас кормит, и где бы мы ни были или где бы мы ни работали». Работа есть работа, но Абдуалим Ака не забывает о покойных своих предках и любимой супруге Фатиме, которая родила и воспитала много прекрасных детей. Он навещает ее могилу с маленькой Сафар-Али, читает суры из Святого Корана. Это святое дело для каждого. Жить без любви может быть так просто, но как на свете без любви прожить? Любовь к Фатиме Апа до сих пор живет в сердце любимого мужа и главы семьи. Добрая память останется до конца его жизни, любовь останется вечной.
На работе он строгий и требовательный руководитель. Лесное хозяйство, где руководителем является Абдуалим Саторов, всегда выполняет свои планы вовремя. Сотрудники получают достойную и своевременную зарплату и другие поддержки из лесного хозяйства. Дисциплина на работе – одна из самых важных распорядков в Пянжском лесхозе. При финансовой поддержке нашего героя в семеноводческом хозяйстве строили школы, которые Абдуалим Абдухамидович финансировал из своего личного бюджета. Теперь дети с радостью учатся и с радостью гордятся и уважают своего земляка. Встреча со школьниками, где когда-то он сам учился, всегда проходит очень волнительно. Встречи с односельчанами, особенно со стариками, это естественное благое дело для Абдуалима Саторова. Добрые советы для пожилых людей – еженедельное занятие для него. В семеноводческом хозяйстве в селе Зарбдор, где живет Саторов, все нации, которые там живут и работают, чувствуют себя равными, все имеют одинаковые права и свободу. Абдуалим Саторова я знаю много лет, даже его родителей знаю. Очень хорошие и добрые люди. В нашем селе они были всегда примером, никогда ни с кем не ругались или никогда из их уст не слышали плохих слов. Абдуалим тоже на этот счет пошел по стопам своих родителей. В селе его уважают и приходят к нему домой на работу за советами и за помощью. Рабочий день в любой организации начинается в 8 часов утра, но это не для Абдуалима Саторова. Его рабочий график начинается порой с 6 утра и продолжается до 11 часов вечера. Редко бывает, что он в 20 часов уже дома. Он думает о том, как быстрее добраться до работы, как улучшить и что нового сделать для улучшения жизни своих соотечественников. Как поднять уровень жизни и открыть новые рабочие места, чтобы наши граждане жили достойно. Поэтому Абдуалим Хамидович всегда на ногах. Он не только думает о своих работниках лесхоза и односельчанах, он активно сотрудничает с администрацией района и участвует в общественной жизни целого района. Поэтому имеет много грамот и благодарностей от разных государственных организаций. Я и моя семья, мои родственники никогда не покидали родину в поисках работы. Они предпочитают оставаться и работать на своей родине на благо своего народа. Может, жизнь и труд Абдуалима Саторова станет примером для большинства наших граждан, которые едут за границу на работу. Можно дома у себя на родине трудиться и достигнуть достойной жизни не только для себя, но и для своих соотечественников.